Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Продолжаем уроки поминания Аллаха. По воле Аллаха несколько недель я не проводил лекции. Альхамдулиллах, меня заменяли другие хазраты, но я думаю, я даже уверен, что вы не сильно расстроились этому, потому что те, кто меня заменял, альхамдулилля, они были лучше меня. Поэтому вообще у татар говорят, хайрши узин мактарды. Хочу немножко себя похвалить. Я всегда старался и всегда придерживаюсь этого, чтобы рядом со мной были имамы, может быть, да, в качестве моих заместителей, да, но я всегда старался собирать возле себя более знающих людей, чем я, более мудрых людей, и я никогда не боялся, что мои замы будут умнее меня, знающие меня, и по жизни я извлек для себя урок. Руководитель, имам, где бы, в какой бы он должности ни был, который собирает возле себя слабых, чтобы на фоне этих слабых казаться сильным, да, это не есть сильная сторона руководителя, это и есть слабая сторона. Поэтому не надо бояться сильных, знающих заместителей, потому что они всегда подскажут, когда ты не прав, они всегда дадут совет, когда ты можешь свернуть не туда. Поэтому, альхамдулилля, дай Аллах нашей умме, нашей местности сильных имамов, знающих имамов. И когда читаешь ситуацию здесь, в Казани, сегодня уж Татарстан называем, да, когда-то Татария, когда-то губерния, может быть, Казанская, когда-то ханство, да, было очень много знающих людей. Было очень много знающих людей, было время, когда они общались друг с другом, было время, когда они работали друг с другом. Тот же просто удивительная личность, мудрая, знающая личность, как, например, тот же Галимджан Баруди, он был муфтием, да, а его заместителем был Самриза Фахриддин, например, Казыем, да. То есть это были такие времена, когда ученые, они на самом деле ученые мужи, альхамдулилля, они имамствовали, то есть в мечетях, да. Иншаллах, дай Аллах, чтобы эти ученые, наши ученые, как мы в татаре говорим, татар валимнары, чтобы они вернулись к нам, нашу умму. И на самом деле это были ученые, тот же Галимджан Баруди, он был на весь Советский Союз. И он решал проблемы и в Москве, и в Санкт-Петербург ездил, и в Бухару ездил, чтобы решать эти проблемы уммы. Это был такой уровень, машаллах. Поэтому надо делать всегда дуа, чтобы Аллах вернул нам наших величайших ученых, мудрых, которые понимают, будут понимать, где они живут, когда они живут, и будут, иншаллах, вести нашу умму к довольству Аллаха. Сегодня завершаем тему тасбих. И сегодня наша такая последняя тема. Тасбих джами'уль каинат лиллях. То есть тасбих, восславление Всевышнего Аллаха всеми созданиями Всевышнего. Всеми созданиями Всевышнего. То есть, да, мы, мусульмане, восславляем Всевышнего Аллаха, говорим слова тасбиха, субханаллах, признаем, что Аллах пречист от всех недостатков, но наряду с нами мы должны знать, что абсолютно все, что нас окружает, это мир и не только ангелов, которые денно и ночно поклоняются, восславляют, восхваляют Всевышнего Аллаха, да, просят прощения не за свои грехи, у них нет грехов, а за грехи верующих, да, не только мир ангелов, а мир животных,
мир птиц, мир рыб, мир насекомых. И не только живые существа, творения Аллаха, мир растений, мир вот этих всех предметов, которые находятся, созданы как на небесах, есть небесные тела, звезды, много чего еще наука не познала, так ведь? Поэтому звезды, луна, солнце, спускаемся чуть ниже, это пусть будут облака те же, да, еще ниже спускаемся, горы, то есть камни, да, обычные камни, казалось бы, вода, которая течет, все, что нас окружает, все, что существует как на небесах, так и на земле, все признают Аллаха и все восславляют Его, воздают Ему тасбих. И это есть совершенство, величие Всевышнего Аллаха. Все, что на небесах и все, что на земле, все, абсолютно все, восславляет Всевышнего Аллаха. И нет ни одного существа, то есть существо это то, что существует, да? Нет ни одного создания, которое бы не восславляло Всевышнего Аллаха. Давайте посмотрим несколько аятов, которые доказывают это. Сурат Аль-Исра, 44 аят. Тусаббиху, Всевышний говорит, тусаббиху ляху, восславляют его ас-самавату саб'у валь-ард. Восславляют Аллаха 7 небес, все небеса, и земля. Ваман фихинна, и все, кто в них. То есть все, кто на 7 небесах, и все, кто на земле и под землей. Ва им мин шайин илля юсаббиху бихамди. И нет ничего ни на небесах, ни на земле, которое бы не восславляло, не восхваляло Всевышнего Аллаха. Абсолютно все и вся воздают хвалу Всевышнему Аллаху и делают тасбих. Но Аллах говорит: «Валякин ла тафкахуна тасбихахум». Но вы не понимаете их тасбиха. То есть мы из этого аята понимаем, одного аята нам достаточно, чтобы уверовать в это, так ведь? Мы понимаем, что солнце, оно восславляет Всевышнего Аллаха. Но мы не слышим эту славу, восславление, эту хвалу. То есть, Аллах говорит, но вы не понимаете их тасбих. Из этого аята мы понимаем, что деревья у нас в саду, вот эти ветки, листья, плоды, яблоки, вишни и так далее, все это восславляет Всевышнего Аллаха. Кошка, там мыши, да, птицы, они все абсолютно восславляют Всевышнего Аллаха. «Валякин ла тафкахуна тасбихахум». Но вы не понимаете их тасбих. «Иннаху кана», воистину Аллах был халиман. Халим, то есть сдержанный. То есть Аллах видит то, что мы творим, но не спешит нас наказывать. Потому что Аллах аль-халим. Он сдержанный. Он воздерживает. То есть Аллах воздерживается. Он дает нам время, чтобы покаяться, чтобы остановиться, исправиться. И гафура. Халиман гафура. Воистину Аллах был сдержанным и прощающим. Суратуль Исра, 44 аят. А следующий аят. Сура Саба. 10 аят. «Валакада атайна Дауда минна фадла». Воистину мы дали Дауд, алейхиссалям, от нас фадла, то есть превосходство. Превосходство дали Дауд, алейхиссалям. Его называют еще кем? Царь Давид, который обладал несметным богатством. Он еще кем является? Отец кого? Сулейман, алейхиссалям. Дауд, алейхиссалям, был пророком. Мы дали ему превосходство от нас. И сказали: «Я джибалю», и обратились к горам. «О горы, ауиби магаху». То есть слово ауиби можно перевести как возвращаться. Но ученые тафсиры говорят, здесь речь идет про тасбих. То есть восславляйте Аллаха маху, наряду с ним. Вместе с Даудом
вы тоже восславляйте Аллаха, вот тайр и птицы тоже восславляйте Аллаха, говорите тасбих Всевышнему Аллаху вместе с Даудом. И вот здесь слово ауиби, почему возвращайтесь, вот это слово вместе приходит, да? То есть повторяйте. Не один раз просто, а возвращайтесь и еще раз говорите, восславляйте Аллаха. Возвращайтесь и еще раз восславляйте Аллаха. Сура Саба, 10 аят. Вот этот аят доказывает, что горы восславляли Аллаха, птицы восславляли Аллаха наряду с Даудом, алейхиссалям. Васахарна, следующий аят. Суратуль Анбия, пророки, 79 аят. Васахарна ма'a Дауда аль-джибаля юсаббихна ват-тайр. И мы наряду с Даудом подчинили горы, и они восславляли Всевышнего Аллаха. Ват-тайр, и птицы. То есть Аллах подчинил горы и птицы вместе с Даудом, они восславляли Всевышнего Аллаха. «Вакунна фа'илин», и мы это сделали. Также сура Сад, 18 аят. Всевышний говорит: «Инна», воистину мы, «сахарна аль-джибаля ма'аху», мы подчинили горы вместе с ним, «юсаббихна биль-ашийи валь-ишрак», и они по утрам и вечерам восславляли Всевышнего Аллаха. То есть не один раз, не единожды, а постоянно они, горы, восславляли Всевышнего Аллаха, то есть говорили ему тасбих. И вот эти аяты, величайшие аяты, доказывают, конкретно, четко доказывают нам, что все, абсолютно все существа, они восславляют Всевышнего Аллаха. Все животные, которые не обладают таким разумом, как мы. У них нет акля, да? Казалось бы, эти животные, они просто живут там своими инстинктивными чувствами, да, там как бы утолить жажду, голод, да. Но наряду с этим животные восславляют Всевышнего Аллаха. Растения, наряду с тем, чтобы украшать эту землю, наряду с тем, чтобы обеспечивать нас едой и другими потребностями человеческой жизни, да, они восславляют Всевышнего Аллаха. Также обычные предметы, например, камни, да, они не животные, они не насекомые, да, вот эти предметы, камни, вода, все, что существует, все восславляет Всевышнего Аллаха. И нет ничего, который бы Всевышний создал, который бы не восславлял хвалой Всевышнего Аллаха. Но мы не понимаем их тасбиха. Поэтому, когда мы видим деревья, мы знаем, что они восславляют Аллаха. Когда мы видим солнце, мы знаем, уверены, звезды, каждое небесное тело, оно восславляет Всевышнего Аллаха. И вот получается, Аллах создал людей для чего? Для того, чтобы они поклонялись Аллаху. Так ведь? «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. И все, что нас окружает, то есть это земля, небеса, все небесные земные тела, все вот эти миры, абсолютно все, да, они были созданы для служения людям. То есть все, что было земля, небеса, все это было создано для кого? Для нас. И все это обслуживающий персонал. Вот они, основные создания, люди, которые несут на своих плечах поклонение единому Аллаху. Вот это знамя, да? И для того, чтобы создать условия для выполнения этой великой задачи, чтобы мы поклонялись единому Аллаху, все остальное служит нам. Все. Нам нужно тепло, вот оно тепло. Система освещения, система отопления земли, это солнце. Нам нужна земля, вот она земля. Нам нужна еда, вот вам еда. Все служит нам, так ведь? Абсолютно. Но наряду с тем, что Аллах подчинил нам вот это все, да, все абсолютно. Вот, может быть, какая-то звезда находится там в миллиардах километрах от нас, но мы с Корана знаем.
из Корана, что эта звезда, она была создана для нас. Мы иногда не понимаем, зачем нам нужны вот эти животные, какие-то насекомые, да? Все для нас, потому что в этом мудрость Аллаха. Раббана ма халакта хада батиля, как в Коране Аллах сказал, то есть научил нас обращаться к Аллаху: о Аллах, ты не создал ничего понапрасну. Если колорадский жук пробрался в наш огород, значит он несет свою миссию. Да? И он этим занимается. Если комар, который мешает нам спать, да, если бы он не нужен был бы, если бы у комара не было какой-то четкой миссии в жизни, то Аллах бы не стал создавать его. Поэтому Раббана ма халакта хада батиля. Мы говорим: о Господь наш, ты ничего не создал понапрасну. Субханак, вот здесь тасбих, ты пречист от недостатков. То есть если бы что-то было создано понапрасну, значит у Аллаха есть недостатки. А Аллах субханак, ты пречист от всех недостатков. Факина гада бандар, и спаси нас от адского пламени. Поэтому наряду с тем, что служить нам, они еще поклоняются Аллаху. Солнце, да, оно обязано согревать, освещать наш дом. Так ведь земля. Но наряду с этим, мы знаем, солнце совершает суджуд, суратур Рахман. Так ведь в начале. Мы знаем, что наряду с этим солнце восславляет Всевышнего Аллаха. Земля, на которой мы живем, это своеобразная колыбель, где есть абсолютно все для нашей полноценной жизни. Не надо куда-то летать на Марс, куда-то еще дальше, чтобы там за картошкой слетать, там за еще чем-то, да. Все, что для нас нужно, все внутри колыбели. Поэтому Аллах говорит: мы сделали для вас землю колыбелью. Вот как младенец, который находится внутри колыбели, вот раньше так было, да, уж колыбель, бишек, многие выросли, вот как бы взрослые более знают это, вот. Все, что нужно, оно приходит туда. Так ведь? Младенцу не надо выходить. Вот здесь то же самое. Вот наряду с тем, что все это служит нам, они еще поклоняются Аллаху. Они восславляют Его. Они совершают суджуд Ему. Они страшатся Его наказания. Об этом еще мы поговорим. Поэтому все, абсолютно все воздает хвалу и славословит Всевышнего Аллаха. «Ва-им мин шайин», и нет ничего, «илля юсаббиху бихамдихи», кроме как восславляло бы его хвалой. «Валякин ла тафкахуна тасбихахум», но вы не понимаете их тасбиха. Сурат Аль-Исра, 44 аят. И вот весь мир, получается, весь мир, небеса, земли, и все, что на небесах, и все, что на земле, живет в единой гармонии. Все живут по канонам Аллаха, потому что солнце, у него нет выбора, служить нам или нет. Если бы был бы у солнца выбор, наверняка солнце отказалось бы нам служить. Почему? Видя то, что мы творим на этой земле, видя то, что рабы Аллаха творят на земле, бесчинство, грехи, ширк, убийство, кровопролитие, ангелы же не обрадовались, когда Аллах сказал им, что Он создаст на земле, установит на земле наместника, то есть людей, которые будут проливать кровь, которые будут бесчинствовать. Да? Поэтому была бы воля, давно бы земли, небеса бы обрушились на нас. Только Аллах, инна Аллаха юмсика сама, как Аллах в Коране говорит, Аллах придерживает небеса и землю, чтобы они не накинулись на людей. Они все видят, земля видит, что мы творим на его спине. Помните мультик? В детстве. Такой старый мультик, да? Не про трансформеров, там, не про этих, да? Кит. У него там на земле деревня живет. Они начали там и вдруг раз кит решил там встряхнуть, да? И все. Земля бы давно встряхнулась бы. Аллах в Коране говорит, кому надо, я найду сейчас какой аят, какая сура. Аллах придерживает небеса и земли, антазуля, чтобы они не накинулись на людей.
давно бы уже небеса закидали бы нас камнями, давно бы земля уже встряхнулась бы или поглотила бы. Иногда Аллах отпускает, так ведь? Мы видим, землетрясение происходит, кого-то где-то земля проглотила, где-то Аллах отпускает на несколько минут, там, часов море, и море просто сметает там 200 тысяч человек, 100 тысяч человек, так ведь? Поэтому Аллах их придерживает, потому что нам нужно нести вот это знамя. Аллах дает нам время исправиться, так ведь? Но помимо этого, и вот я немножко ушел уже, гармония. Все живет по канонам Аллаха, и все ему поклоняется, все его восхваляет, все его ославляет. Поэтому человек, который верует в Аллаха, который живет по канонам Аллаха, восхваляет его, восславляет его, получается, он живет в гармонии со всей Вселенной. И человек, и наоборот, человек, который решил воспротивиться Всевышнему Аллаху, человек, который решил нарушить его правила, он же Создатель, и он построил устав. Это как человек, который учреждает организации, и он пишет устав. Устав, по которому должна жить организация. Вот устав, это небесные книги. Это есть устав, который Аллах установил на этой земле. И человек, который решил воспротивиться канонам Аллаха, он идет против всей Вселенной. Он идет наперекор Вселенной. А вся Вселенная живет в гармонии. Небеса, земли. И ничто ни с кем не дерется. Так ведь? Небеса не кидаются на землю. Земля не говорит: я не буду отправлять тебе воду обратно, давай мне. Круговорот воды в природе. Вот Аллах же говорит, если бы на небесах и на земле было несколько божеств, то небеса и земли давно разрушились бы. Даже древнегреческая вот эта философия, да, Бог солнца, Бог там земли, Бог воды, даже они придумали эту философию, а потом даже сами написали, что эти боги воюют между собой. Так ведь? Ну вот кто в институте это читал, эту ерунду, вот это же, они сами придумали это и сами говорят, они воюют между собой. Аллах так и говорит в Коране. Если бы несколько божеств у небесов есть свой Господь, свой Создатель. У земли есть свой Господь. У воды свой Господь. Господь воды говорит: я тебе не дам там землю, да? Земля говорит: нет, я тебе не дам, там землю не дам. Это говорит: воду не дам. И вот так было бы. Поэтому Аллах один. И тот, кто живет по канонам Аллаха, он живет в гармонии со всей Вселенной. Вот получается, нам важно понять, что они служат велению Аллаха, то есть служат нам, и еще плюс они восславляют Всевышнего Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах дал ему много чудес, которые указывают на то, что он был святым пророком. И вот одно из чудес, то, что некоторые животные, некоторые предметы, они при нем восславляли Всевышнего Аллаха. И это слышали сподвижники. И вот это тоже доказывает это доказательство того, что все предметы, все восславляет Всевышнего Аллаха. Давайте вспомним несколько хадисов. Первый. Имам Бухари в своем сборнике хадисов приводит от Абдулла ибн Мас'уда, радиаллаху анху, который сказал: «Кунна ма'a Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям фи сафарин». Как-то раз мы были с посланником Аллаха в дороге, в путешествии, и у нас уменьшилась вода, то есть воды осталось очень мало, а вода нужна, чтобы тахарат брать, намаз пришел, надо еду готовить, пить, и тогда все, воды осталось мало, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Утлюбу фаддата минна», то есть принесите мне оставшуюся воду. Вот что осталось? Ему принести там, очень мало воды. Сосуд с водой, то есть было мало, очень, очень мало воды.
И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, погрузил свой палец в этот сосуд с водой, ну какой-то сосуд был, да, и сказал: «Хайя аля тухуриль мубарак». То есть, вода, приходи, иди сюда, к очищающему и благословенному. «Фаль баракату валь баракату мин Аллах». И баракат от Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, позвал кого? Что? Он позвал воду. Приходи к очищающему и благословенному. И благословение в руках Аллаха. И вот Абдулла ибн Мас'уд, который передал нам этот хадис, он говорит: я, говорит, своими глазами видел, как вода начала поступать, вытекать между пальцами пророка, саллаллаху алейхи. Между пальцами пророка, саллаллаху алейхи вассалям. وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ. И мы слышали, как еда, которую мы ели, восславляли Всевышнего Аллаха. То есть, если они слышали это, значит, это был голос. Это был голос, значит, они голосом восславляли Всевышнего. То есть, еда, которую они ели, восславляла Всевышнего Аллаха. Этот хадис в сборниках имама Аль-Бухари. И вот, субханаллах, это то, что доказывает величие того, кто послал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на эту землю. И это то, что доказывает истинность того, кто был послан с этой истиной. То есть величие Аллаха и величие, истинность пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот это первый пример. Еда, которую они ели, восславляла Всевышнего Аллаха. Второй пример, хадис, который передает имам Табарани, Абу Нуайм, от Абу Зарра. То есть этот хадис от Абу Зарра, радийаллаху анху, который сказал: как-то раз я присутствовал, сидел возле пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его собрании, и видел в его руках камушки. Это были камни, да, обычные камни. И эти камни в его руках восславляли Аллаха. Эти камни говорили тасбих. И Абу Дар говорит: я это слышал, я это видел. И с нами был Абу Бакр, то есть Абу Бакр с нами сидел. С нами был Умар, с нами был Усман и Гали. Все 4 праведных халифа, они были с нами. И все слышали эти тасбихи. То есть все, кто сидел с нами, они слышали этот тасбих. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, передал, то есть камни восславляют Всевышнего Аллаха на его руках, и он передал эти камни Абу Бакру. И когда эти камни ощутились в руках Абу Бакра, они также восславляли Аллаха. То есть мы слышали, как они тасбих говорили. Потом он вернул их пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, а пророк отдал эти камни кому? Умару. И мы слышали, как в руках Умара эти камни восславляли Всевышнего Аллаха. Потом Умар, радийаллаху анху, вернул их обратно. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отдал их Усману. Мы слышали, как в руках Усмана эти камни восславляли Аллаха. Потом Усман вернул, заново обратно вернул пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк эти камни передал Али, радийаллаху анху. И потом, затем, на Усмане останавливается хадис. Затем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Усман вернул, он передал эти камни нам. Но ни у кого из нас они не восславляли Аллаха. Ни у кого в руках из нас они не стали восславлять Всевышнего Аллаха. И вот это была му'джиза, это было чудо, которое видели все пророки, все сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые были там. Поэтому первый пример мы с вами приводили с Корана. Это горы, которые восславляли Аллаха наряду с Даудом, алейхиссалям. Это птицы. Но если сравнить горы и если сравнить птицы, живые существа, их тасбих,
и сравнить маленькие камушки, вот они здесь, конечно, это более удивительно. Так ведь? Потому что горы, они все равно могут что-то издавать. Это может быть ветер, там много пещер, ущелин, может быть. Так ведь? То есть были случаи, когда, например, сподвижники делали хутбу, и горы отвечали им. Это было. Но это гора. Там это что-то может быть такое, да? Или птицы, например. Они там как-то могут, да, воспроизводить. Но маленькие камушки, где нет ни ущелий, ни впадин, ни этих, да, они не издают никаких звуков. Но когда они издавали звук и восславляли Всевышнего Аллаха в руках пророка, в руках Абу Бакра, Умара, Усмана, но в руках других они перестали восславлять, это еще удивительнее. Это еще удивительнее. Дальше. Сахих аль-Бухари, в сборниках имама аль-Бухари, Абдулла ибн Мас'уд сказал: «Лакад кунна насмау тасбиха ат-таам ва хуа ю'каль». Вернемся к хадису, который мы с вами уже вспоминали. Мы слышали, как еда, которую мы кушали, восславляла Всевышнего Аллаха. То есть в руках пророка, саллаллаху алейхи вассалям, эта еда, она восславляла Всевышнего. В руках сподвижников. И мы знаем хадис, когда иудейка пыталась отравить кого? Пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Она пришла с жареным ягненком, да, передала это мясо пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и когда пророк, алейхиссаляту вассалям, начал есть это мясо, он остановился, остановил других и обратился и сказал: позовите эту женщину. Ее привели к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Вспомните хадис. Что он сказал? Это ты отравила это мясо. Она была в шоке. Откуда пророку знать, что мясо отравлено? И она спросила: а кто тебе это сказал? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: это сказал мне то, что в моих руках. То есть это была кость. Это была кость с мясом, которая сообщила пророку, алейхиссаляту вассалям, что оно отравлено. То есть это тоже му'джиза. То есть получается, даже мясо может довести до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, информацию. Так ведь? Также мы знаем случаи, когда животные, например, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда увидел верблюда, верблюд начал жаловаться на хозяина. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: кто хозяин этого верблюда? Пришел один человек и сказал: что случилось? Я хозяин верблюда. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: он жалуется на тебя, что ты не заботишься о нем. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, услышал его, что? Его жалобу хозяину. Также мы знаем, также из му'джизат, то есть из чудес пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не было еще минбара, он давал хутбы. Откуда? У него был агач тубинли, пенек, да, был. И он оттуда. Но когда ему сделали минбар, он, получается, оставил этот пень. И этот пень, он как ребенок скучал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и он плакал. Люди прямо слышали, как пень плакал. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже сидел возле него и успокаивал. Поэтому вот это тоже доказывает то, что даже не живые существа, они могут говорить. Так ведь? Восславлять Всевышнего Аллаха. Также есть другие хадисы, когда, например, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, шел по дороге, мы знаем, что деревья приветствовали его. Саляму алейкум, я Расулаллах. Мы знаем, что скала, горы приветствовали его. Поэтому все, что окружает нас, да, оно все это в движении, все это в поклонении, все восславляет, восхваляет Всевышнего Аллаха. Но вы не понимаете, что их таспих. Мы не понимаем их язык. И мы знаем пророков, которым Аллах дал талант, возможность слышать язык животных, насекомых. Это целая сура, сурату Намль, да?
сура «Муравей», где мы видим, как Сулейман, алейхиссалям, останавливает все свое войско возле долины муравьев, когда вот предводитель всех муравьев кричит и говорит: все прячьтесь, там идет войско Соломона, да, он остановился и послушал, даже улыбнулся, увидев, как царь, который не обладает таким войском, как Сулейман, да, такой силой, но как этот царь, он переживает за свой народ. Он же тоже царь. То есть, когда на этой земле встретили самый сильный царь, потому что сильнее Сулеймана никого не было, да, из всех существ создания Аллаха, и самый слабый царь, он тоже царь. И Сулейман, алейхиссалям, он проявил уважение к этому царю. Он не стал топтать своим войском, он не стал говорить: давайте езжайте как есть, да? Они обошли долину. Поэтому это тоже указывает на то, что насекомые, все они восславляют Всевышнего Аллаха. Также хадис, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям напоминает нам джумга, что это самый великий день, от которым восходит солнце над горизонтом, да? И в этот день был создан Адам, в этот день он оказался в раю, и в этот день он был изгнан из рая, и судный день будет только в этот день. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: когда наступает пятница, джумга, все птицы, животные, насекомые, они начинают трепещать, они начинают страшиться, что вот сегодня настанет судный день. Но только обладатели разума, да, вот эти гомо-сапиенсы, которые ставят всех выше всех, да, а иногда идут против Создателя, только они ни о чем не переживают, потому что пятница для многих это короткий день, после обеда уже многие там празднуют, где-то на работе, где-то в офисе, да, вот, уже начинается праздник. Хотя вот все, что нас окружает, которые не обладают разумом, да, но они страшатся, они боятся, что вот сегодня придет судный день. И вот насчет того, что они страшатся Аллаха, также аят суратуль Хашр, да, вспомните, «Лау анзальна хадаль Кур'ана аля джабалин», Аллах говорит: если бы мы не спаслали эту книгу, этот Кур'ан, не в сердца людей, да, а куда? Горе. «Лау анзальна хадаль Кур'ана аля джабалин, ла раайтаху», ты непременно увидел бы эту гору, ла раайтаху хашиан мутасаддиан мин хашатилля. Ты непременно увидел бы эту гору, она бы разрушилась на твоих глазах, перед твоими глазами от страха перед Аллахом. То есть величие этой книги не выдержала бы даже Великая гора. Но, к сожалению, вот эта мягкая плоть, да, вот это мясо с костями, слабое, маленькое, беззащитное, да, вот это сердце, оно, оказывается, может так быть затвердеть, что никак не раскрывается, никак не разрушается перед величием Корана. Поэтому вот это то, что доказывает, что все, что нас окружает, живет жизнью, восславляет Всевышнего Аллаха. Есть аят, когда, помните, когда Аллах погубил фараона, Аллах как сказал? Небеса и земли не стали оплакивать их. Они не стали печалиться, потому что, невелика потеря. Наоборот, они радуются. Есть хадис, когда в каком-либо селении умирает грешник, хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда в каком-либо селении умирает грешник, то животные, растения, которые находятся в этом селении, они начинают радоваться. То есть это тоже доказывает, что они живут жизнью. Они начинают радоваться. Почему? Потому что Аллах лишал это селение дождя. Растения лишались дождя из-за этого грешника. И вот этот грешник умер, пошел дождь, все радуются. Поэтому, когда умер фараон и его род, не стали оплакивать его небеса и земли. Потому что, наоборот, баракат вернулся на эту землю. Вот это мы должны понимать. Но
мы должны понимать, что ля тафкахуна тасбихахум, Аллах говорит, вы не слышите их тасбиха. Иншаллах, на сегодня все. Мы со следующей недели, иншаллах, начнем несколько уроков, раз, два, три, четыре, пять, может быть и больше, про аль-хамд, то есть восхваление Всевышнего Аллаха. То есть до этого было субханаллах, а потом уже, 3, 4, 5 лекций будет про восхваление Всевышнего Аллаха, то есть альхамдулилля. Значение, достоинство, как Коран призывает нас к восхвалению Всевышнего Аллаха. Потом у нас еще остается шукр, как приложение к хамду. Субханак Аллахума бихамдик, шаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, джазакумуллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.